Крым проводил в хадж мусульман республики. На сегодняшний день почти 600 человек из Крыма уже совершают обряды поклонения на священных землях Мекки и Медины. Паломников проводить пришли сотрудники Духовного управления мусульман Крыма. В частности, слова напутствия и пожелания легкого пути единоверцам озвучил заместитель муфтия Крыма Айдыр Исмаилов. Достар, yolumuz açık olsun. Sağlık, selametlik içinde barıp geliniz. Vatanımız üçün, milletimiz üçün, mında kalgan kardeşlerimiz, Kur'antalarımız bizler üçün dua etmeye unutmanız. Rehberlerge itaat etiniz, sözünü dinleyiniz. Allahu Teala bütün yapkan ibadetlerinizi kabul eylesin inşallah. Sağ selametlik içinde Kur'antalarınıza kaytıp geliniz. Паломников сопровождают руководители групп из числа сотрудников крымского муфтията. По словам Раима Гафарова, главная задача сопровождающих, чтобы мусульмане, правильно совершив поклонение, живыми и невредимыми вернулись домой, на родину, к своим семьям. Мы постоянно рядом с ними, потому что есть и языковой барьер, есть и то, что люди всю жизнь настраивались, но когда человек приезжает туда, он получается, что очень тяжело ориентируется в той ситуации. Наша первая миссия, конечно же, это то, чтобы помочь провести обряд хаджа наилучшим образом, чтобы это был хаджи мабрур, как говорится. И, кроме того, конечно, помогать во всех вопросах, которые там по мере их возникновения решать эти вопросы. Паломников вышли провожать семьи, близкие, друзья, соотечественники. Многие из них не могли скрыть своих слез. Каждый понимал, дорога дальняя, путь не из легких, но у каждого в сердце радость, что мечта совершить хадж потихоньку начинает осуществляться. Всю жизнь мечтаю поехать в хадж. Вот моя мечта сбывается. Самое главное, чтобы хорошо съездить и правильно все было, понимаете. Это моя мечта. Сегодня крымские паломники уже в Мекке. Впереди у них 7 кругов вокруг Каабы, прикосновение к черному камню, целебные капли воды Замзам, долина Мины и Муздалифе, стояние на Арафате и побивание шайтана. После совершения всех перечисленных обрядов наступит день жертвоприношения – Курбан-Байрам, который в этом году будет отмечаться 21 августа. Хадж – испытание духа и радость веры. Хадж – усмирение нафса, гордыни и покорность Всевышнему. Хадж – это великий поход против бесцельности человеческого бытия. Зера и Мерсуин Делявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь.